Исследователь Яков Хитагуров выступил перед собравшимися с докладом на тему «Аланы осетины в армянских ранних письменах и источниках». Над представленной темой ученый работал на протяжении 3 лет, находясь в Армении как аспирант Института востоковедения Российско-армянского университета. В 2023 году Хитагуров вместе с коллегой Азаматом Бетросовым были направлены Владикавказским научным центром Российской академии наук на учебу в Ереван. На сегодняшний день ученые находятся на стадии соискания кандидатской ученой степени. Непосредственно кандидатская работа связана с мифоэпическими и ритуально-обрядовыми практиками и параллелями между осетинскими и армянскими, соответственно, вот этими мифорелигиозными и эпическими традициями. В ходе лекции Хитагуров рассказал о первых упоминаниях алан-осетин в письменных источниках V века нашей эры. Докладчик разъяснил, откуда появились аланы, их влияние на культуру и язык армян, а также упоминания алан в армянском народном творчестве. Появление алан в Закавказье, ну и в частности на территории Армении, фиксируется у нас в V веке нашей эры. После того, как появилась армянская письменность, армянская интеллектуальная элита занялась непосредственно тем, что она активно переписывала духовные книги, то есть Библию, богослужебные книги и так далее, а также, конечно же, сопровождал это все написанием собственной истории, потому что армянское государство находилось перед серьезными вызовами. С одной стороны был Иран, с другой стороны был Рим. Все они претендовали на тотальным контролем над Арменией, и армяне решили каким-то образом обособиться и обосновать свою автономность проживания на данной территории. Директор Владикавказского научного центра Алексей Чибиров отметил, Хитагуров и Бетросов проделали огромную работу, с лихвой оправдав возложенные на них надежды. Прежде всего, я, конечно, был впечатлен уровнем информации, которую выдал Яков Яковлевич. И второе, что я хотел увидеть результаты нашего совместного труда, реализации нашего проекта, который мы в свое время реализовывали и реализовываем сейчас. И я думаю, что это очень важный и большой серьезный шаг для осетинской науки, прежде всего. Он также выразил благодарность Кахаберу Чибирову за спонсорскую поддержку научных исследований ученых. Чибиров отметил, поддержка исследователям будет оказана и в дальнейшем. Нам было интересно, что скрывается в этих армянских архивах, и Игорь Никсирович Затвян, это директор Института востоковедения Российско-армянского университета, предложил нам следующее. Он сказал: пришлите сюда людей, я их вам обучу. Не надо вам искать среди армянского населения, армянских ученых, специалистов, которые бы занимались важной историей. И мы тогда сделали пробный шаг. Прежде всего для нас было интересно, насколько мы подберем команду. Мы объявили сбор и по Северной, и по Южной Осетии. Тогда у нас осталось только 2 человека. Это Азамат Бетросов, Яков Хитагуров. Если откровенно, мы не знали, что мы в конечном итоге получим, потому что спонсор рисковал не только теми средствами, которые туда вкладывали, но и мы рисковали вообще нашей репутацией, насколько мы способны подготовить специалистов для нас. Но первые 3 года обучения показали, что ребята справляются очень хорошо. Это Хабером Платоновичем было принято решение о том, что он может и будет оплачивать ему дальнейшее обучение, для того, чтобы в конечном итоге мы получили вполне сформировавшихся профессионалов, и сегодняшняя лекция это продемонстрировала. За 3 года обучения аспиранты изучили армянский, древнеармянский и язык фарси, приступили к исследованию архивов, истории, обычаев и взаимоотношений с аланами-осетинами, их языком и указаний в древних письменах. Pirarastagum shordust safatjnu oxtu ya man orvestu shayz barakkanam ganais mas sxotifta soram ironov zojh khazakta gais soram ist nog ittash khoina upomenoita olontel kanut irattel ma sorjstam monujesh gdawtmidag Gananis mashdar yujinot jo kashe yujinot dir boyska kanud mokhay somixtam kanud somixaktam mokhrdam ma udun dar kadz barakanam disoj khurskasto jenis kashe farshe mokhanabunu fidoray dar sakhnama mokhfdalta shordst mast shagat Kavkaz dar nefala khusor Kavkaz dar ma on mokhstam rogun sherjeta. В ходе лекции были рассмотрены все источники исследований – исторические, археологические, мифологические и текстология. Следующая лекция будет посвящена упоминаниям алан-осетин в древнеармянских религиозных источниках.
сажур, ама черестун жур сырдачата сукерсонистакай хунунч, авдун, ама тинг охшок, тинг возгжен демоу, ама нафанде улон хосканен, ама рой холнай бозунга канен найрун одам кцен коткут, то соми хазахл шгдаут тавди сема бост ш воцмастаселифст, ама авдатль жуж стандарттардыр. Просветительские лекции проходят в конференц-зале Национальной библиотеки имени Яна Харсиса. Вход свободный. Эльвира Тибилова, Азамат Кудзев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.